очередная поездка в город у меня. И еду сегодня на УАЗике. Короче, я еду сейчас по грунтовке и поздно заметил, на дорогу выходил глухарь. Метров 100, наверное. Начал тормозить, и у меня, у УАЗика всегда тормоз скрипит там. Шум, короче, идет от тормозов, скрип. Кто ездит на УАЗик, это знает. И глухарь быстро развернулся там возле подсада, вот возле дороги, которая подсад, там, как его, елка так шаталась, по-быстрому он развернулся. Я уже доехал, остановился возле того места, и я заметил глухаря, но мельком на глаза попалось черное пятнышко, как он взлетел и улетел. А перед этим глухарем еще видел двух рябчиков. Они сидели возле деревни недалеко. Отъехал только с километр проехал. И два рябчика на кустах сидели. Так что Боровая выходит сейчас на грунтовку. И форточники, наверное, уже начали пировать, Не люблю тех, кто стреляет весной боровую дичь. Особенно кополуху и самок. Сейчас еще у нас где-то 18 километров, наверное, по грунтовке я еще буду ехать. Может, кого еще встретим. Жалко, конечно, что поздно заметил. Он интересно так не спеша выходил, можно было заснять. Кого-то заметил. Да, кополуха, видимо. Да, кополуха. Сейчас, подождите, вижу на камеру. Вон она. Вот и кополуха встретилась. Да. Это уже скоро Богородск будет. Вон. Одну встретили. Да. Она родимая. Сейчас попробую выйти. Посмотрим, шугарная или нет. Улетела. Пускай. Главное, чтобы вовремя улетали. То есть люди, которые вот эту птицу кополуху весной стреляют. Это уже беспредел, я считаю. Стреляют этих уток шивых на боровую дичь весной. Ни в коем разе нельзя трогать. Это не охота, это какое-то фиг знает. Вот сейчас осень будет. Осенью уже будем добывать глухарей, рябчиков, косачей. Это будет все осенью. А сейчас пускай размножаются. Это наше богатство у коны, боровая дичь. И вообще охоту не надо открывать весной на боровую дичь. Это лично мое мнение тоже. И многие со мной согласятся. Пускай размножаются. А осенью уже в сентябре, именно в сентябре, до сентября тоже открывать не надо. В сентябре как откроется охота, и все, можно добывать. Там еще где-то сейчас километр проедем, и ток будет у косачей. Еще, может быть, еще увидим там их, если передо мной никто не проехал. Так поздно замечаю. Бывает, так заметишь уже возле машины. Серые, они тоже, боровая дичь серая. И толком заснять не удается. Поздно замечаю. Но здесь
частенько можно встретить глухарей. Не глухарей, а косачей. Вот за этой опушкой леса и толк был хороший. Я не знаю, почему на дороге они таковали. 1000 машин проезжают, а они все равно подлетают, летают. Не меняют место тока. Вот именно вот здесь, вот здесь и должно быть. Но никого нету, может кто-то уже шуганул, может и где-то в другом месте сегодня они. Ну да, нету, не встречали сегодня, не встретили, то есть. Да. Если были бы они здесь, то тут уже недалеко уже Богородск. Там еще ущей поснимаем, если будет. Если нет, так приеду. Больше снимать тут нечего. Моя основная задача была заснять Кополуху, что нам удалось. Жалко, глухарь улетел, не успел я заснять. Ну все, нету. Да. Но ничего, другой раз поснимаю еще. Какие гущи, ребят. У нас такой ледник еще. Снег по пояс, блин. Никак не растаять не может. Что-то все обещают теплые дни. Холодно пока. Во, видели как Северный полюс пока у нас. Ну да, доехали до Богородска. Богородск. Так, при езде там смотреть, где кто сидит, невозможно. Основное внимание на дорогу, и может и где-то какая-то весенняя птица сидит, но на дорогу надо смотреть. А так на глаза никто не попался, нету никого. Гусей, лебедей пока не видать. Так, уже пару стаек косяков пролетели. О, блин, вот эта дорога, блин. Ёпта мать. Пару косяков пролетели над деревней, над селом, блядь. И я еще никого не видел. Где-то бульдозера тут дорогу прочищают. Я не знаю, почему такие траншеи сделали они. Или может навоз сюда вывозят. Ну да. Обычно тут лужа большая, а тут сейчас пока ничего нету. Только запах навоза тут очень большой. Видно, что основная деятельность тут это хоздвор, коровы, запах навоза, очень крепкий, ядреный, как называть еще. Да. Перекур, ребята, небольшой. Лес гудит. Остановился ненадолго на своем любимом месте. Я уже еду обратно домой. Машина бежит. Был в городе. Сделал кучу дел своих. Сейчас уже возвращаюсь. Когда ехал еще после съемки той Кополухи, еще это не наша скорая. Я думал, наши поехали. Это какое-то с другого села, видимо. После того, как я поснимал Кополуху, еще видел где-то десяток рябчиков. Кто по земле пробежит, там возле дороги взлет такой и перелетают через дорогу, то на кустиках их увижу. Но снимать ничего не стал. Ну, на скорости едешь и останавливаться как-то. Сейчас выйду, жарко тут. Опа.
И, в общем, ничего я не снимал. Солнечная, хорошая погода сегодня. Вообще отличная. У нас снег. Смотрите, сколько снега. Сейчас я сегодня прошел техосмотр. Этот УАЗик. Перед этим я на Калине ездил, тоже техосмотр проходил. И сейчас проходил сегодня на УАЗике техосмотр. Прикупил новые покрышки. Поменял все покрышки новые поставил, чтобы уже пройти техосмотр без претензий, чтобы было. Здесь у меня старая покрышка, там вообще уже полопанная, все на видео вы, наверное, видели, все уже полопано, там, ну, трещины пошли, полопались вообще. Балансировку даже сделали, такие грузики вам поставили. Ну, самый дешевый Кама 219 прикупил. Самый дешевый. Были еще покрупнее шипы. Мне это не надо. Я 2 раза съезжу в город или 3 раза. И это сосок. Чего они так неаккуратно поставили-то на? Ну да, это неаккуратно. Чуть-чуть косо поставили. Но это ничего страшного. Думаю. Техосмотр прошли. И еще заезжал я, прикупил там некоторые свои материалы. У меня вон, блин, рессора как прогнулась. Вон, смотрите. Вообще ужасно прогнутая рессора. Главное, чтобы доехать. Но это у нас с наклоном тут стоит. Наверное, с другой стороны покрепче там. И тоже, блин, конечно, груз набрал. У меня тут 1,5 тонны, наверное, не меньше. Он дулин загрузил, еще какие-то стройматериалы. Но не буду все перечислять. Когда ветерок, ну, надо обратно в кабину надо зайти. Ой, ветерок. Снимать там, конечно, ветрище. И лучше я здесь посижу, поснимаю. И когда я загружал в магазине стройматериалов, ну, там накладной мои данные тоже были. И спрашивают меня грузчики, ну как, говорит, река в Нившере уже открыта, а у нас-то вообще зима. Ну вот переезжал я через Вычек, через Сысолу, возле Сыктывкара Сысола, но под мостом уже чернеет лед, там, наверное, течение там крутит и пораньше откроется. Вообще лебедей никого не видел. Ветрище дует. Так что у нас вот там Сысола откроется, и где-то через неделю, может, у нас только речка откроется. Сейчас нас держит. Некоторые рыбаки еще до сих пор ходят, ездят за хариусами. И рыбаки мне говорят, что уже говорили, это есть, что машина опять летит. Ну и набрал скоро. Ничего, он пролетел, этот Жигуленок. Молодой какой-то пацан сидит. И рыбаки говорили уже, что медведи вышли уже из берлоги, все. Там в 2 местах видели. Один, говорит, крупный самец, на очень крупные следы были. И второй след был там с детенышем. Видимо, с медвежатами следы там не такие крупные. Так что лес потихоньку просыпается. Как я видел сегодня, очень много боровых дичи возле дороги есть. Перелетают там. И уже звери просыпаются, там медведи. Надеюсь, волки ушли. Что-то у нас как тишина вроде как с волками сейчас пока данный момент.
Вот так. Ну что еще? Ничего интересного там в городе я не замечал. Все тихо. Очень много машин. Ужасно очень много машин. С утра сегодня как-то было. Вот так. Съездили. Главное, техосмотр прошли. На год. Опять будем до следующего года. Ну вот так на УАЗике. Там спрашивали про спидометр. И на 1500 я с прошлого года я проехал. Вообще мало. Даже и десятку не проехал. В основном на Калине там бывает езжу. Так, еще что хотел сказать. В охотобщество я не заезжал. Хотел сегодня еще в охотобщество заехать, но думаю, еще до открытия я съезжу в город и за путевкой. Даже не знаю, сейчас выдают уже или нет. Не спрашивал, никто и не говорил пока. Может, уже выдают путевки, но я пока еще не брал. Надо еще съездить, путевку взять и уже будем готовиться к охоте. Так, по нас тут также не получилось сходить, съездить до избушек. Много спрашивали, когда на избушку. Ну, ребята, значит, если не был я на избушке, значит, на это есть причины. Так что, когда будет, будет. А сейчас пока так. Возле дома, рыбалка там. И сейчас уже, наверное, вода будет прибывать. Не знаю, как получится. Надо еще хоть один разок сходить. Закрыть зимнюю рыбалку. Ловят очень хорошо. Сейчас ельцы ловятся. Как говорят рыбаки тоже. Ну, местные. И очень много рыбаков сейчас. Ух. Там по рассказам там десятки рыбаков сидят там. Вот так. Ну что, будем собираться и дальше поедем. Вот такой небольшое видеоотчет, чем я занят был сегодня. Поездкой в город сегодня у меня. Поездка в город была. Вот. Главное, я заснял Кополуху, что мне очень уже хотелось заснять. В прошлый раз тоже видеокамеру я брал с собой, но так и не видел, не получилось заснять. А сегодня хоть удалось заснять. Вот так. Они глупые выходят на дорогу. И всех призываю на весенней охоте не стреляйте боровую дичь. Кополух там или тетерок. Косачей еще можно, а тетерок и кополух не надо. Нам же будет веселее осенью. Будет больше птиц осенью. В октябре боровая дичь на 120-150 раз вкуснее. А утки так, для интереса пострелять там. Их не жалко, они предатели, они туда-сюда летают. А боровая дичь это наше богатство, как уже говорил на начале видео. Это богатство Коми тоже. Вот так. Ветер и тучи также собираются. Сейчас несколько дней уже безоблачная погода, и светлая, яркая, солнечная погода была. Ночью заморозки очень сильные были. И вот так. Снег потихоньку тает. Ну, о чем я и говорил. У меня прогноз такой был. Много снега, значит, быстро не растает. И вода быстро, если все это растает, это ужас будет. А так потихоньку. Может даже все растаять, и вода не такая большая будет. А потом уже как начнется дождливые дни, и вода может прибыть. Такое бывало в моей жизни, и вот что знаю, то и рассказываю. Конечно, никто не может заранее сказать, что будет через неделю, какая вода, какая погода. Вот. Вот так вот. Ну что, дальше, наверное, вкуснятина. Тут беляши я взял, прикупил и сок. Еще
продукты также затарился. Для собак я перловку я взял. Перловку. Бывало там пшенки, из пшенки кашу варил и все другие крупы пробовал, но от этого у щенка стул жидкий. А перловка нормально пропариваю и кашу варю вообще. Она хорошая, и стул хороший у щенка. И Айда с удовольствием тоже кушает. Там с остатками еды, там супом или еще какие остатки у нас остается, перемешиваю и в общем даю. А щенку там кашу с молоком даю и также сухари. А если сырой хлеб дашь, все, стул сразу моментально становится жидким. Так что надо, вот многие писали тоже мне в комментариях, что неправильно кормлю собак. Надо для каждого щенка тоже еда должна быть разная. Вот мне подходит, бывает, даю одно и сразу стул жидкий у щенка становится. Я подобрал такой корм. Вот. У щенка хороший стул и аппетитно кушает хорошо. И вот перловка в данный момент он отличный вариант. Тоже я в осеннюю охоту там кто-то тоже в комментариях писал, что перловка нельзя кормить собак. Ну, я не знаю, почему так пишут. С удовольствием мои собаки кушают перловки, кормлю перловой кашей. Солдатов, людей перловкой тоже кормят. Также рис взял, рис там 1,5 килограмма, 6 пачек. Молоко концентрированное, или как правильно там. Ну, немного затарился, но хватит. В следующий раз песок надо купить. Сейчас сахарный песок в оптовом складе там 33,90 было. И думаю, подожду, может чуть-чуть подешевле станет. Или наоборот подорожает. Но я не взял сахарный песок. Обычно там по 10-20 килограмм беру. Бывало по 50 килограмм, а сейчас килограмм фасуют по килограмму, и в упаковке 12 штук, наверное. Я вот одну упаковку там 12 штук беру, и сколько хватит, потом съезжу опять. Цены сейчас почему-то начали опять скакать. То повышение, понижение, там, не знаю, где золотая середина, когда будет. Все дорожает. Все дорожает. Вот так. Ну ладно, остальное в следующем видео расскажу, что забыл, что не успел, что ветер не... Так, сейчас, наверное, с южной стороны ветер идет. Сейчас, наверное, середина дня, и от солнца идет ветер. Наверное, южный ветер. Может, потепление уже наконец-то будет. Хочется уже тепла. О, сейчас без 23 уже время. Ничего. Выехал где-то после 4 утра. 5, наверное, еще не было. Без 10, 5, наверное, выехал. Ладно, ребята, поеду я дальше. Если кого еще увижу, поснимаю. Надо ехать. Осталось где-то, ну сколько тут? 40, где-то 40 километров уже осталось. Люблю я это место, вот останавливаюсь, отдыхаю, хоть не снимаю, хоть без камеры, с камерой всегда останавливаюсь. Здесь Большой Луг, вот буквально там 2 километра на Большой Луг, а я сворачиваю в сторону Нившера, здесь у меня всегда перекур такой. Здесь уже тишина, трасса пустая, сейчас вообще и лесовозы не ездят. Дальше хреновая дорога, дальше убитая дорога, осталось там кусок до Нившеры. Не знаю, в этом году сделают или нет, отремонтируют или нет. Надеемся, что отремонтируют. Вот так вот. Ну все, всем пока, а я поехал домой.